Но настроение людей, которые я ощущаю, и наша команда, ездим мы по Крыму, все. Люди с большим удовольствием слушают и задают вопросы, и компрометирующие, и хорошие, и плохие. Но мы рассказываем то, что мы пережили уже. И уклон обычно делаем на то, что вот взять даже Украину, в которой мы жили до 2014 года, был Кучма Леонид Данилович, смена власти, Майдан, суды, ну, Ющенко пришел к власти. И он породил Степана Бандеру, наградил Героем Украины. С этой минуты началось национальное движение, которого оно было, но оно было в затишье. Они в лесах Львовской области все готовили к тому, чтобы свергнуть ту власть, какая есть. Не Ющенковскую, а которая будет. И вообще свергнуть власть для того, чтобы это все было против России. Пришел Янукович к власти, второй Майдан. И что сегодня с украинским народом произошло? Смена власти, это очень печально. Я анализирую, когда смотрю вот Казахстан, как Назарбаев, сколько лет уже. Смотрю, сколько лет у нас Владимир Владимирович Путин в России. Очень сложно, это очень большое государство, мощнейшее, но из того, что было и что это сделано за эти 17 лет, и сегодня весь мир признает, что у нас Россия одно из самых сильнейших государств в мире по вооружению. И хотя предрекали, что ВВП упадет, экономика упадет, оно все держится, все это работает. Видим даже на примере мост Керченский. Это же колоссальное сооружение, 19 километров. Это только Россия может сегодня это сделать, оно делается. Я думаю, в мае месяце уже автодорожное движение откроется. Миллионы кубометров земли сегодня строят дорогу Керчь-Севастополь. Это же останется все в Крыму. Для наших детей, для будущего. Весь мир поедет сюда, будет самый лучший туризм, курорт. Крым-Бірлігі, наша организация, вот и лично я сам, Россию без Путина сегодня не представляю. Это тот лидер, который нужен не только для России, но для всего мира и человечества. Вы посмотрите, без Путина, что сделали, когда мы не вмешивались с Ираком. Говорили, есть оружие массового уничтожения, Саддама Хусейна повесили. На каком основании? Ну, берем Ливию. Чтобы знали, я для своих жителей Крыма говорю, что Каддафи, который управлял, это самое социально обеспеченное государство было. И образование, и учеба, и медицина, все. Растерзали, убили, уничтожили. Что сегодня там? Братоубийственная война идет. И эта война сегодня идет между Донбассом, Украиной, наши братья, братские народы. Поэтому прошу вас, всех, кто меня слышит, выйти на выборы, проголосовать за Владимира Владимировича Путина. И поверьте, все поставленные задачи, какие есть, вместе с вами, но при выполнении всех законов государства России, мы добьемся того, чего желаем себе, своим детям, матерям, внукам. Поэтому Крым-Бірлігі на этом стоит. Крым-Бірлігі – это единство народа, где у нас очень много людей, и одна из самых сильных организаций. Прошу вас, всех жителей Крыма, мы живем в созвездии Крыма, но наше созвездие, корона – это Россия. С Россией у нас будущее. Ну, я так думаю, и так это идем. Ну и пользуюсь, я думаю, к 8 марта. Действительно, это праздник. Каждый из нас, живущий на этой земле, родился от матери. Мать, которая несет добро, мир, счастье, добра, здоровье. И просьба такая: те, кто ценят и любят своих родителей и матерей, у них всегда большое будущее.